Сегодня мы открываем Центр болгарской культуры «Содружество». Цель создания его проста – узнать больше друг о друге. Отличительная черта этого центра – любовь к родине вперемешку с космополитизмом. Почему? Потому что работа Центра болгарской культуры «Содружество» будет проходить в разных местах – в библиотеках, школах, дворцах культуры, обществах дружбы и в прочих общественных и государственных учреждениях. Мы будем рассказывать вам о культуре и истории Болгарии, особенностях и традициях, о неразрывных элементах цепочки дружбы России и Болгарии. Каждый может стать участником работы Центра. Информационная поддержка Центра осуществляется Международным литературным альманахом «Содружество». У нас в гостях депутат Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по государственному устройству и правопорядку Гакимов Рамиль Амирович. Все желающие могут обратиться к нему с волнующими вопросами в рабочем порядке. Рамиль Амирович, вам слово. Уважаемые коллеги, хотел бы назвать, которые занимаются большой государственной работой, хотя вроде бы это личное писание и культурная лепта. Но, однако, я считаю, ну не только я, а мы все считаем, вот это международное общение, культурный центр с международными дружескими странами. Болгария всегда была близка нам. Братский народ, как говорится, вместе участвовали и в старину против турецких захватчиков, был в истории период, освобождали. Много Советского Союза было в Болгарии, к сожалению, до сегодняшнего дня несколько разошлись, так сказать, интересы. Тем не менее, болгарский народ для нас всегда был очень близок и по духу, и по устройству, и по людям. Я знаю, сегодня и много уфимцев приезжают, общаются, некоторые даже переехали, насколько я знаю, там живут. И то, что вы несете, так сказать, нашим, ну, в частности, даже и мне, вот эти познания о Болгарии, познания о культуре этой страны, познания о бытии, о жизнеустройстве, об общении, о дружбе. Это очень хорошее дело. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю вас с сегодняшним таким объединительным днем. Желаю дальше укреплять связи между нашими братскими народами, чтобы все было на благо и нашим гражданам, и гражданам Болгарии. С удовольствием поздравляю с открытием культурного центра. Вот я, к сожалению, лично не знаком, но вот с сегодняшнего момента, с данного момента, буду знать побольше. Значит, вот литературный конкурс «Сестра таланта» — это международная литература художественный альманах «Содружество», признала номинацию «Мастер реализма» и готовил диплом для вручения уважаемому Фаату Гайнану. Содружество, я покорен, встретив тебя, снова рожден. Ростки чувства, нежные строки, ждут продолжения. Наш роман. Взять хочу тебя на руки, подол разрывая на боку, наслаждаться, и ты вспомнишь, не забывая страсть в глазах. Надеюсь, наше свидание, радость, а не горемычный путь. Надеюсь, меня разбудило не ради забавы высоких слов. Моя муза, мелодия жизни, цвет божественной краса, шагая рядом навстречу зачатия в объятиях словесных дум. Снова верю, готов творить в небесах озарение мысли, с звучащими весельями красок беру ручку перед юным днем. Что мне готовит моя муза, надолго ли рядом нам идти, хотя знаю, дева коварна дарит многим свои лучи. Спасибо, полночь озарила, подтолкнула к небесам, мой скучавший, дремавший разум вернула к жизни, к слогам. Содружество, поверь мне,
раз открыла свое лицо, лавр поэта, лишь работа, твое признание, моя судьба. Спасибо вам. Благодарим. Еще раз. Острый ум, острое зрение и так проницательно все написать, это дорогое. Спасибо. А у нас в библиотеке собрались авторы и читатели международного литературного альманаха Содружества из Уфы, Чешмов, Бирска, Челябинска и Перми. Свою миссию дружбы альманах Содружества начал осенью 2015 года. Теперь многонациональный авторский состав предоставляет свыше 200 авторов, писателей и поэтов из многих стран мира. России, Болгарии, Швеции, Люксембурга, Сербии, Черногории, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и даже Вьетнама. 25 выпусков изданы за это время. Издано 10 авторских выпусков альманаха. Один из авторов такого выпуска сегодня здесь с нами. Это Мухамедзянова Резида Ягафаровна. Всю свою сознательную жизнь она была увлечена музыкой, поэзией, пишет стихи и песни, выступает с различными музыкальными коллективами. В России издано несколько книг, стихов и песен. Песни звучат на радио и телевидении. За свою творческую культурную деятельность награждена многими дипломами и грамотами. Организует благотворительные концерты, создала интернет-радио «Амаль», где звучат песни на 2 языках народов России – татарском и башкирском. В 2014 году была делегатом 2-го Всемирного форума татарских женщин в городе Казань. Член общественной организации татарских женщин Сахиб Жамал. Резида Мухамедзянова, вам слово. Что я могу сказать? Получила книгу первую свою международную. Я постараюсь оправдать ваше доверие и постараюсь побольше и получше, еще лучше писать. На русском тоже постараюсь писать. У меня тут на русском мало. Большинство я пишу на башкирском и татарском. У меня 3 книги вышли, и 3 на песни, 3 сборник стихов, и дисков много, и видеодисков много. Но хочу вот песню спеть, я постараюсь вам открыть немножко. Открыть. Жиря калан, эти утару
подхожу, и вот мой муж стоит. Я говорю, семеро детей, вот он седьмой. Вот сочинила про их семью. Еще одну песню. Открыть можно, а то мне сложно очень. Погромче включите. Я очень рада присутствовать на таком приятном мероприятии, посвященном и Болгарии, и таким прекрасным поэтам, которые очень рада познакомиться. А песни Резды Мухаматьяновой я постоянно исполняю. Может, видели тоже на канале Курай. 10-летнему юбилею. Вот, с удовольствием она собрала много артистов, и филармонии, и из Татарии приезжали, да, и артисты очень с удовольствием посидели потом на банкете. Очень хорошо. Вот. И хочу песню «Над Бурана» «Ласковый ветер». Это и музыка, да, Резды Мухаматьяновой, и ее слова. Пожалуйста. Ранна,
у меня такие лирические. Да, А лирические. мы вам слова еще подарим. Хорошо. Так что вы не торопитесь. Я уже не тороплюсь. Неожиданная приятность. Sevimli gençler. Мамины молодые годы. Словарь Мухаммедзяновой музыкальной. Да, точно правильно. Автор перед вами. Слова и музыка ваша. Sevimdiğin yaşlarla emini bağlasadım, eğlenip şu matur melge kaydırdan dağı Rütken derdi isyalar Mağla sevimliyle Yarattığı yeşiliyle Nurlarına tarak Evleşip ile yeni yıkla Silek derdi durdurur Andulaşma bandırlar Yalanlarla uldurlar Ben derdi yalanına Bağlanı sevim ile Yarattığı yeşiliyle Yeşiliyle Nurlu ile Seyirlay konak barıda Dalyan garmında oynar Kudberinde hangi dürtün Moğlana nitşuluyla Ülkelerdi isyalar Moğlana sevim rügeli Yarattığı yeşiliyle Nurlarına tarak Спасибо вам. Лилия Расыжева. А мы продолжаем. Все мы знаем, что развитие национальной литературы способствует уменьшению конфликтов, укрепляет мир, дружеские отношения и взаимопонимание, так как знакомит людей с культурой соседних народов, их мировоззрением, обычаями и ценностями. Издание подобного рода публикаций обогатило литературную жизнь и поможет современным писателям занять свое место среди мировых бестселлеров. Современная литература, как и современное искусство в целом, находится в состоянии постоянного поиска. Так и альманах Содружества ищет, публикует свои таланты и свои новые имена. Имя Виктории Самариной до публикации в альманахе звучало как имя художника, но теперь мы смело говорим о ней как о прекрасном поэте и эссеисте. Виктория Самарина, простите. Вам слово. Спасибо. Вот ее картины. Картина. Да, вы можете увидеть мои работы. Действительно, мы познакомились у Татьяны Борисовны впервые, и вот эта работа, она была сначала опубликована, вы видите, в альманахе Содружества, а потом, поскольку Инна Владимировна очень любит розы, я говорю, я тебе сегодня ее принесу живьем. Вот, живьем. Значит, ну, я не такой давний художник, это мое увлечение, это хобби. Вот. Но И уже оно как бы довольно сочетается, да, с такой общественной работой. В настоящий момент я представляю
не только авторов, которые публикуются в альманахе Содружества, но и Ассоциацию искусствоведов России по Республике Башкортостан. Еще и пишу работу в магистратуре УГНТУ, и мой научный руководитель Юнгухтин Альмир Гайнул. Вот. Значит, очень интересно заниматься пропагандой отечественной культуры. Это прежде всего литература, это живопись. И с 95-го года где-то я пишу стихи, публицистические такие произведения. Несколько произведений опубликовано в наших альманахах Содружества. Я этому очень рада. Причем, вы знаете, как получилось? Вот эти две работы мы писали в Сербии. Я являюсь организатором 3 международных пленэров. 2 из них проходили на территории Сербии, 1 вот в Китае в мае этого года. Вот сейчас мы тоже группу художников готовим к выезду. И когда я была в Сербии, мы написали путевые заметки о том, как нас прекрасно принимали сербы. Их опубликовали в альманахе у Инны Начаровой, и я отправила этот экземпляр нашим друзьям в Сербии, и сегодня я рада слышать, что у Инны есть теперь авторы сербы. Правда? Их много. Отлично. То есть, вот, каким-то образом мы тоже пытаемся содействовать содружеству, пропагандировать наше искусство и всячески влиять на то, чтобы знали. К сожалению, многие люди за рубежом говорят: Россия, да, Москва, первое слово. Мы говорим: нет, Уфа. И начинаем рассказывать о том, какие мы замечательные, да. И с удивлением многие для нас открывают этот регион и влюбляются в наших авторов, как литературных, так и живописных. Я надеюсь, что буду делать еще много интересного и полезного в области, скажем так, слияния двух культур. И на сегодняшний день у нас очень интересный проект разработан. Я думаю, что у нас все получится в Ассоциации искусствоведов. И, конечно, мы будем продолжать публиковать свои произведения в журнал Содружества. Вот только в 3 журналах опубликованы я хочу вам вручить сегодня свои произведения в этих альманахах и вот такую небольшую подарочную открытку с моими работами. С удовольствием пожимаю вот эту талантливую руку, которая такие прекрасные вещи делает. Вот, честное слово, даже не подозревал о существовании рядом, в одном городе. Спасибо большое. А вы знаете, у меня основное Спасибо. Образование педагогическое, Очень и это приятно. увлечение, оно вот таким образом. Продолжайте в том же духе. Я могу похвалиться. Вот здесь маленькая репродукция работы, которая на сегодняшний день получила 1 место в номинации Творческого союза художников России. В международном проекте дважды выставлялась в Лондоне, и у меня теперь диплом за 1 место. Называется работа «Банька». Мы рисовали у Ларисы на загородном участке старую покосившуюся баню. Вот эта работа вот вошла в историю. Здорово. Спасибо вам, Виктория Самарина, а мы продолжаем. Все мы помним знаменитого болгарского певца Бисера Кирова. Бисер Христов Киров родился 4 сентября 1942 года в болгарском городе Силистра. С детских лет он играл на альте и гитаре. Его карьера началась в 1967 году на 1-м международном фестивале молодежной песни в Сочи, где Бисер Киров получил 3-ю премию, а через год он завоевал золотую медаль 8-й степени Всемирного фестиваля для молодежи и студентов в Софии. Ему был присвоен титул «Певец года». В 1969 году на фестивале в Барселоне, Испания, Бисер Киров завоевал 1-ю премию вместе с Лилией Ивановой и специальную премию организаторов фестиваля. Бисер Киров – один из самых титулованных эстрадных исполнителей. В 1997 году песня Бисера Кирова «Люблю тебя, Москва» отмечена 3-й премией из 126 песен о Москве, написанных к 850-летию российской столицы. В 1976 году на фестивале «Золотой дельфин» в городе Порич, Югославия, Бисер Киров был признан лучшим певцом. В 1979 году назван певцом года в телевизионном конкурсе Болгарии.
Является обладателем титула «Легенда эстрады». В 1985 году Бисеру Кирову присвоено звание заслуженного артиста Болгарии. В СССР Бисер Киров дал около 200 тысяч концертов. Он называл Россию своей творческой родиной. Интервью певца в газете «Музыкальная правда» так и названо «России болгарский певец». В 1973 году окончил Московский институт тонкой химической технологии по специальности химии и технологии полупроводниковых материалов. В 1989 году Бисер окончил ГИТИС с красным дипломом и поступил в аспирантуру. Бисер Киров был большим человеком. Он отличался своей добротой и талантом. Он был обаятельный артист, верный и преданный друг. Он был истинный патриот, глубоко любивший свою родину, но также крепко он любил Россию и российский народ. С уверенностью можно сказать, что он внес неоценимый вклад в развитие болгаро-российских культурных и духовных отношений, за что был назначен министром иностранных дел Болгарии, послом доброй воли в России. С 2006 года по 2010 год советник по культуре посольства Болгарии в Москве. Одним из авторов международного литературного альманаха «Содружество» Владимир Иванович Вдовин написал стихотворение об этом великом болгарине. Вдовин. Вдовин. Простите. В памяти Бисера Кирова. Его назвали просто Бисер, а он как бриллиант сверкал. Для жителей планеты нашей он много песен написал. Болгарский тенор Бисер Киров пел нам на разных языках. Прекрасный бриллиант эстрады навечно будет жить в сердцах. Певец эстрадный и продюсер, он был востребован всегда. И все, что он для нас исполнил, мы не забудем никогда. Нет, мы Бисера Кирова так Еще раз минутку. Так сложилась судьба, нас она развела, наш корабль оказался из наших рук. Четвертенька Россия была вдалеке, но надеялись мы, до свидания. Так вспомнили, как бы все уж, наверное, знают Бисера. Да, завтра будет годовщина нашей замечательной певицы. Народной любимице Василе Фаттаховой посвящаем. Красивый голос вспоминаем, нам не забыть его никак. Для Василии любимой нашей мы запеваем «Туганьяк». Ты радость людям приносила, и на концертах был аншлаг. Мы пели вместе с Василею «Родимый край наш, Туганьяк». Каких цветов здесь только нет. Родимый край, наш соловей, любимый всеми. Сердца нам песней согревай. Мы в райский сад попасть желаем, певице нашей дорогой. А чтобы все осуществилось, ты с нами Туганьяк запой. Спасибо. 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 Так, сегодня у нас в гостях Татьяна Борисовна Коробова. Борисовна Коробова, исполнительный директор Общества дружбы Башкортостана и Болгарии. Дорогие собравшиеся друзья, хочу сказать, что не в простой день мы с вами собрались. Сегодня для всех нас еще, кроме того, что такое большое событие, мероприятие, сегодня еще необычный день, Татьянин день, да, день студентов, день, когда считалось на Руси, если начинаешь какое-то дело, то оно будет сделано с фейерверком, что оно будет обязательно так все выполнится и будет очень-очень, поэтому вот это вот так совпало у вас, этот день замечательный. Я хочу сказать, что сегодня, в честь этого открытия, у нас в Устиной Адиповной должны были дети прийти. Как раз по вашему сборнику, по детской сказке мы перенесли это мероприятие, потому что считаем, что должны на таком большом
событий присутствует на открытии центра. Я так возвращаюсь немножко, да, к центру открытия. Дело в том, что наше общество, общество дружбы Башкортостан-Болгария, существует с 2009 года. И, конечно, мы много общаемся и с болгарскими людьми, и с нашими соотечественниками, кто дружит или имеет какие-то родственные связи с Болгарией. Хочу сказать, что народ, как вы правильно сегодня отметили, народ, он всегда предан и верен нам. И очень неприятно читать в интернете, что болгары такие непорядочные, там они там предали. А когда начинаешь разбираться, когда начинаешь общаться с людьми и понимаешь, что есть правительство, есть руководство, которое, к сожалению, ведет один курс, и есть люди, обычные простые люди, которые тянутся к нам, общаются с нами. Поэтому вот ваш сборник, и то, что в нем печатается очень много, я так понимаю, авторов из Болгарии. И нам очень приятно, потому что наше общество и открывшийся при нем 2 года назад Болгарский культурный центр, у него немножко другие будут функции. Мы только рады, что у нас появилась новый вид в нашем дереве. Это же очень здорово, да, потому что это невозможно охватить необъятное, потому что очень много направлений в деятельности. Мы как немножко в одном направлении, я думаю, сейчас это все намного расширится. Я хочу сказать, что после того, как мы создали болгарский центр, у нас работает детская болгарская воскресная школа, где дети 21-го лицея под руководством замечательного педагога Дударь Элеоноры Георгиевны. Я просто говорю, я вот сегодняшним талантом поражаюсь, да, вот то, что у нас сегодня мы видели, и то, что делает Дударь. Вот я думаю, что, Инна Владимировна, наверное, какое-то у вас появится желание сделать сборник именно молодежи, студентов, да, вот очень интересно было бы, болгарских, там еще разных стран, и детей, какие они прекрасные, оказывается, дети делают работы, какие они пишут сказки, какие они пишут стихи. Это наша основная задача сейчас, вот наших обществ, это сблизить как можно больше людей, привлечь, показать им нашу страну, нашу культуру, нашу историю, наш прекрасный край. И с другой стороны, значит, вот мы узнаем больше о Болгарии. Это братский нам славянский народ. Нас очень много связывает. Нас связывает история, нас связывает культура, нас связывает азбука, которую нам подарили болгары. Поэтому здесь очень большой фронт работы для нас. Я хочу поблагодарить вот сегодня здесь присутствующих. Мы начали с Инной Владимировной сотрудничать, мы очень много мероприятий провели. Но когда мы с Гульсиной Адиповной познакомились, это вообще, эта женщина, вот я вас прошу, наверное, она будет говорить, да. Это, если она заговорит, вы вообще тут не уйдете. Я ее сколько знаю, сколько у нее идей, сколько прекрасных мероприятий совместных. Она руководитель женского клуба «Луна и солнце». И вот, наверное, само название, наверное, уже оно дает какой-то толчок к чему-то такому необычному. Вот сейчас уже там и мужчин много. Какие путешествия, какие открытия они делают. Удивительно. И мне повезло сотрудничать. И вот каждый новый человек в сотрудничестве приносит что-то новое, интересное. Вот сегодня у нас уже были разговоры, мы уже даже новые возникли у нас идеи сотрудничества. Поэтому это большое дело, то, что мы все вместе делаем. Значит, я просто не хвастаюсь, просто хочу сказать о наших руководителях, потому что вот каждая такая встреча, она приносит опять какую-то отдачу. То есть вот когда-то мы также познакомились с Инной Владимировной, и потом сколько мероприятий провели. Потом с Гульсиной Адиповной, с которой мы до сих пор вот проводим. Да, Виктория, конечно, самая у нас, особенно с ее собачкой. Больно я ее люблю. Поэтому Верочка тоже. Поэтому вот здесь я просто скажу чуть-чуть, да, о нашей работе, а вы уже подумайте, кому что интересно и как мы можем. Мы очень много работаем с детьми и студентами, с вузами работаем. То есть вот в Болгарии наше общество уже сделало более 7 выставок. Это и в Габрово, и в Варне, и в Бургасе, и в Софии. То есть
мы творчество наших детей показываем там, какие у нас талантливые. И действительно, а болгарские студии художественные присылают нам работы детские. Мы делаем выставки. Мы рассказываем детям о истории, о культуре, о праздниках. Но мы всегда говорим, башкирский праздник, болгарский праздник, что общего, как это соединить, что в наших народах можно объединить, русские, болгарские, башкирские. Поэтому это такие вот праздники очень интересные. Руководит нашим обществом, председатель нашего общества Ярослав Юрьевич Шредер. Это бизнесмен, это ученый, замечательный человек, у которого очень большие дружеские связи с Болгарией. Вплоть до того, что президент Прванов, когда был, он приглашал лично, приглашал его лично на встречу в Болгарию, они общались, какие-то там у них свои интересы были, может быть, как с бизнесменом. Потом вы знаете, что посол болгарский, наш земляк был, вот только сейчас недавно поменялся, из Уфы. Поэтому нам особо было тепло с ним работать. Он очень тепло относился и к Башкирии, и к Уфе, и, надо сказать, помогал в работе нашего общества. В этом году, вот это вот, наверное, для депутата, чтобы было известно, чтобы они поддержали. Очень просили, проводил Татарстан там Сабантуй. Первый год прошел в Софии, второй год. Они попросили, там, оказывается, правильно вы сказали, очень много живет из Башкирии, башкир живет, которые купили недвижимость. Там же не такие огромные расстояния, это они в этой Софии, в столице, собираются. И они очень просили, чтобы приехали именно из Башкирии. Они хотели послушать свою речь, они хотели послушать свои песни, они хотели... Ну вот здесь непробиваемая стена. Ни ваше хваленое Министерство культуры, ни администрация президента. Ничего невозможно было. Флаг, у меня болгарский висит огромный флаг. Башкирский флаг. Ни в мэрии, нигде я ничего не могла, у них ничего ни у кого нет. Еле-еле, за свой счет мы поехали. Значит, мы взяли женщин-мастериц, мы взяли, еле пробили, и, значит, артистов. Теперь мы будем артистов брать. Что мы там с этой филармонией, капризных кого-то, вот, у нас таланты здесь, вот, вышли, прекрасно, да. Народные тоже могут. Да, прекрасно, прекрасно. И, знаете, народ тянулся, Татарстан там такой сделал сервис, ну все равно, нас было мало, но мы как тельняшка. Мы там, все нормально было. Курай наш, конечно, пение наше горловое, это было. Вот летом, да, да. На следующий год они опять планируют. Там посол был, там было телевидение все болгарское. Ну вот это же такая возможность свою республику показать. Это найти какие-то... Татарстан быстро там какие-то контракты, там что-то там бизнесмены. Мы сидим, свои вещи, конечно, они рады тут и все. Но это же уровень, понимаете? Вот нужно. Это нужно поддержать. Не должны женщины наши были за свой счет ехать. Это надо было все преподать так, чтобы... Сияла наша республика. Красота же необыкновенная. Ну, люди такие. Не знал. Да. Вот сейчас он как да, да. Я поэтому поближе к нему. Я все ближе. Значит, следующий учредитель нашего общества. Ну, Михаил Чванов вы все знаете, да, наш учредитель. Замечательно. Вот сегодня говорили про стихотворение про Бисера Кирова. Они были большими друзьями. Очень большие Чванов, да. Встречались, общались, переписывались. Он великолепную статью написал о смерти друга, просто потрясающе. Я читала, я плакала. Я хотела ее прочитать, но я не могла, потому что у меня это невозможно. Трогательная статья, и они в обнимку вместе, очень переписывались много. Ну, очень интересно. Аброченко Вячеслав Васильевич, бизнесмен, руководитель спортивного клуба «Рада», это тоже наш учредитель, очень один из основных, да. Это человек создал аэрокосмическую школу, которой в мире больше нигде нет. В Давлекановском районе, куда приезжают одаренные дети со всего мира. Из Болгарии мы привозили детей. Вы представляете, дети занимаются, и вдруг по космической связи космонавт, это же какое счастье для детей. То есть вот такие вот люди, так интересные. Я почему говорю, что то есть у вас в районах там где-то в Чешмах что-то, то есть какие-то интересные моменты, мы с удовольствием поможем с этой школы. Может, у вас талантливые ребята есть, которые изучают, значит, с космосом что-то, интересуются. Пожалуйста, вот будем стараться помогать. Вот. Ну, поэтому вот это наше замечательное, это просто я про несколько человек, время, я понимаю, что, в общем-то, ограничено. Значит,
В чем заключается наша работа? Вот я уже говорила, что у нас есть центр, детская воскресная школа, мы собираемся там. Так повезло, что вот наш председатель дал нам помещение, и у нас есть свой небольшой музей, куда мы и подарки вот нам и мы привозим, и присылают нам, и то есть и дети, и музыкальные настоящие инструменты болгарские, настоящая посуда болгарская, какие-то элементы, ну, для того, чтобы ближе познакомить и проводить какие-то праздники. Татьяна Борисовна, вы пригласите депутата или гостей к себе. Я к этому веду. Сначала сказать, куда приглашать, а то домой придут, да, надо рассказать, где мы. Поэтому вот, мероприятие проводится. Самое большое, я считаю, наше мероприятие, это вот как раз сегодня и вы вспоминали про него, и говорили, День освобождения Болгарии от османского ига. Это то время, когда Россия дружно поднялась, когда Россия вся уже, и интеллигенция, и крестьян, все вот в едином порыве помогли, кто чем мог, помогли освобождению Болгарии. И болгары очень чтут. И как бы ни говорили, там более 400 памятников этому посвящено. Ни один памятник не разрушен, ни один памятник не изгажен, не исписан. То есть это то, что дает нам очень крепкую нить, неразрывную связь с болгарским народом. Вот эти вот памятники. И это ошибка, конечно. И мы вот в этот день, 3 марта, по инициативе болгарской стороны, есть там преподаватель Софийского университета, юрист. Он ведет наш блог «Башкортостан, Болгария». Пожалуйста, в интернет можно зайти, написать просто блог «Башкортостан, Болгария», посмотреть нашу работу, кому интересно было. И мы делаем такую ленту дружбы, ленту памяти. Вот мы с Инной Владимировной, тогда спасибо, она мне водила, мы к этим по нескольким районам ходили. Мы делаем такие ленточки, такие прикрепляем с цветами российского и болгарского флага. И расходим, рассказываем школьникам. Да. Социально-профилактический центр. Рассказываем о том, что это такое за праздник, что это за люди, какое участие принимали. Но это, я до сих пор, сама историк по образованию, столько нового открываю для себя в истории нашего народа, и женщин, и писателей. Эта тема нескончаемая, очень интересная. Вот. Это самый один из больших праздников. Конечно, День Победы. Есть фронтовики, которые освобождали Болгарию. Спасибо, Гусине Адитовне, еще раз низкий поклон. Она берет свою машину, она садится. Вот. И когда Виктория их тоже вот помогала привозить. Когда-то мы их в центр привозили, мы каждый год им делаем праздник. Последний раз мы объехали каждого просто домой уже персонально. Они прям вот держатся, не выпускают. То есть это вот люди, которые прошли. Кто-то был участником Парада Победы, кто-то освобождал Болгарию, кто-то был раненый в Болгарии как раз. И они рассказывают, как встречали солдат российских. Я никогда не слышала. Ковры. Выходили люди, и вот наши освободили, они выходят, им ковры вот стелят. Не то, что цветами, ковры перед ноги. Вот наши солдаты шли, это вот. Поэтому история нас связывает, народ нас очень любит. Я приглашаю всех к сотрудничеству. Двери нашего общества всегда открыты. Очень интересно. Я думаю, что и Гусина Адитовна скажет немножко. Обязательно обратите внимание на ее женский клуб. Это потрясающая просто вещь. Вот. Выставки. Мы собираем работы. Присылайте работы своих художественных школ. Мы отправляем их в Болгарию. Мы даем детям грамоты. Вот по сказке Инны Владимировны дети сделали прекрасный из Нуриманского района, потрясающие иллюстрации. Мы их наградили, но сейчас их еще и в Болгарию увезли. Очень красивые иллюстрации сказки. Сейчас вот мы будем Гусина Адитовну сказку, я тоже планирую, я уже сказала, да, что тоже они будут, я уже с Нуриманским районом, что очень там они молодцы, тоже, думаю, конкурс будет, и тоже они, я уже говорила с ними, им надо сказку переслать, и они познакомятся, и иллюстрации к нам. То есть, пожалуйста, тематика у нас всегда, и, пожалуйста, вот в этом году мы хотим сделать по 3 марта, по освобождению Болгарии от османского ига, обучать. Но это, понимаете, если ребята большую часть Великой Отечественной войны знают хорошо, то вот эту пласт истории, мужество наших солдат, они мало знают. Поэтому, пожалуйста, пусть в школах проведут занятия, расскажут о героях наших, о полководцах прекрасных,
ну, там есть о чем говорить. И вот, дети, пусть, пожалуйста, я с удовольствием приму ваши работы, приходите, присылайте. Я просто хотела показать, у нас свой логотип уже много лет, Урай, цветок Урая и роза. Это везде, где вы увидите, это наш логотип. И нам очень приятно, что первое издание книги начиналось со статьи приветственной, да, Ярослав Юрьевич, нашего председателя, и с нашей, пожалуйста, посмотрите, эмблемы нашего общества. Да, так что нам очень приятно. А эти книги, я, конечно, вот пенсию зря не даю, точно, я еще это забыла. Это я в библиотеку принесла. В библиотеке, да. Это вот замечательная Шипанова, как раз посвященная участницам Великой Отечественной войны, посвященная победе. Да, я вот хочу подарить. Это то, что издано при содействии общества Башкортостан-Болгарии. И еще одна очень интересная книга Марселя Салимова с болгарским юмористом, писателем. Но память девичья вот она подвела, я забыла, но я обязательно вам подарю, перешлю. И это, конечно, наш друг Ангел Христов, наследники хана Кубрата. Это вот как раз то, что сегодня говорили о истории, откуда совместные башкиры, корни, татары, как там и болгары. Вот это. Поэтому я вот вам, это вам. Спасибо большое. Вот. Пожалуйста, пользуйтесь, и потом я еще вам подарю. Вас запомнили. приглашаю. Там музей интересный. Мы вас очень ждем, нам приятно, когда поддержка среди депутатов, это очень хорошо. Вы знаете, а к вам особенно, там же мы сейчас, знаете, с кем сотрудничаем? С Серафимовской детской спецшколой. Эти дети сделали у нас выставку. Это дети, которые сами лишены любви, заботы, когда узнали, что мы занимаемся благотворительностью, а мы каждый год, вот, Надя знает, мы ходим раз в год в центр, где дети больны раком. Мы им делаем елку, подарки несем, мастер-класс с ними проводим. И дети, вот эти дети, да, сделали им подарок. Они сделали из бумаги таких вот лебедей небольших. Но все равно трогательно, что они сами вот, да, выставку их сделали, грамоту я им сейчас сделала. Я думаю, приятно. Это элемент воспитания. И все-таки есть в них еще, понимаете, доброта, человечность. Так что... Давайте поблагодарим. А вот если у вас артисты есть, мы очень рады, потому что мы у себя в обществе делаем для детей-инвалидов елку. Но мы не делаем только детей, мы собираем всех детей. И нам очень аниматоры, вот мы что-то для них, мы с удовольствием будем. Спасибо вам, Татьяна Борисовна. А мы продолжаем. Много отзывов на альманах в мире. Вот некоторые из них. 18. Даниэла Тодорова. Поздравляю вас с блестящей идеей составить международного литературно-художественного альманаха и принимаю участие, желаю успеха и всего своего сердца. Екатерина Пенчева, поэтесса. Сегодня у меня творческая радость. Дружество, международный литературный альманах. Для меня большая честь, что мои скромные стихотворения нашли место на страницах среди такого пестрого букета талантливых русских и болгарских авторов. Благодаря. От поэтессы Аллы Налин из шведского Стокгольма. Сегодня получила яркий, красочный и блистательный альманах. Какое счастье листать, читать и ощущать свежую типографическую краску. Какое великолепное предисловие заключительными и такими актуальными словами. Народной дипломатии, основанной на любви к литературе, никакие санкции не помеха. Это великолепный эпиграф для альманаха Содружества. А вот от детской писательницы из Болгарии Весела Фламбуари, знаете ли вы, что за страна Башкортостан? На карте Российской Федерации есть точка. Она становится огромной, когда люди узнают, сколько нефти и газа здесь производится. Столица ее называется Уфа. Там, в Уфе, несколько креативных женщин и мужчин создали башкирско-болгарскую ассоциацию и получают от этого удовольствие. Невероятно, благодаря вы, приятели. В 90-е годы прошлого века появилось такое направление в России, как дамский роман. Многие российские дамы с интересом начали читать произведения этого жанра. Но получилось так, что дамским романом порой называют совсем не то, о чем мечталось. Дарья Донцова – это не дамский роман, а Даниэла Стил – это мужчина-журналист. Такое литературное направление, как дамский роман, в конце прошлого столетия и в начале нынешнего деградировало окончательно. Некоторые писатели и писательницы настолько
опошлили этот жанр, что читать некоторые литературные изыски в этом стиле стало просто невозможно и скучно. Такие книги стали просто пособиями из цикла «Как выйти замуж за олигарха». А ведь Жорж Санд и Джейн Остин были предводительницами этого жанра. Они писали тонко и умно. Они показали миру, что литературное произведение может быть глубоким и весомым, без пафосного величия. Чего хочет каждая женщина? Быть любимой. Значит, дамский роман – это роман о любви, о душевных эмоциях, о счастье. На страницах альманаха мы читаем много дамских историй. Сегодня в исполнении Академии модельного бизнеса Елены Лукмановны мы послушаем отрывок из повести уфимской писательницы Инны Начаровой. Боже мой, что ты опять придумала? Только не говори, что ты на самом деле это сделала. Да. И скажи мне цель всего этого? Цель проста, как дважды два. Я влюбилась, потом мне захотелось перемен. Я пошла и постриглась. Ну и скажи же имя твоего кавалера. Могу сказать тебе одно, что он мужчина. Больше про него ничего не знаю, кроме любимого глаза. Ну имя-то ты его знаешь? Зачем? Я же ему не письма писать буду. А как же ты к нему обращаться будешь? Как? Мы с ним обедаем за одним и тем же столиком. Значит, объект ничего не подозревает о буре чувств, мутузящих твою душу. Да. Спасибо. Встретились волна-болгарская роза. Ну что, он еще не садится за твой столик обедать? Ты знаешь, его вчера не было. А что с ним случилось? Может быть, у него заболел зуб, и он пошел к стоматологу? Да он не похож на того человека, у которого зубы болят. Мань, скажи, а кто похож на человека, у которого болят зубы? По-моему, таких нет. Или у него зубов нет? Ну, конечно, есть. Скажи, а ты была в свадебном салоне? Ах да, это такой кошмар в моем-то возрасте. Мне хотелось примерить все, постоянно приходилось себя отдергивать, понимаешь, что я уже не юная невеста. Ой, Игорь, по-моему, маялся, сопровождая меня. И когда покажешь нам этот бриллиант, которого мы уже женихом и Игорем? В субботу у нас будет девичник. Игорь заедет к нам перед мужским походом в баню и познакомится с вами, моими подругами. Мань, слышь, да выкинь этот фантом из головы с больными зубами. Ты уже один раз так попала. Ладно, хоть бензоколонки и заводе при тебе. А то прям не знаю. Еще неизвестно, что это за мученик с больными зубами. Оль, не хами, это любовь. И тогда тоже была любовь. А кто тебе сказал, подруга, что любовь у человека бывает одна? Ну ладно, тебе видней. Ну пока, до субботы. Пока. А жених когда придет? С минуты на минуту. И тут в зал вошел он. Предмет моей неземной любви, голоса которого я даже не слышала. Замерев от неожиданности, я не сводила с него глаз до тех пор, пока он не сел за наш стол. Ну что это? Мой рыцарь, моя заветная мечта, моя страсть. Подошел к нашему столику и целует мою подругу Ольгу. Познакомьтесь, это Игорь Павлович, мой будущий супруг. Прошу любить и жаловать. Почему вы не приходите обедать? Ах да, свадебная суета. Так ты из-за него постриглась? Могла помолчать, разбирались бы потом. Разложились по полочкам. Сейчас Ольгу девочку выставляю.
в гости, лет 5 еще будем говорить о том, как у нее рога еще на свадьбу выросли. Но я же люблю его. А помнишь, Ольга нам прислала из отпуска открытку? Написала. Здесь такое голубое, чистое небо. Море цвета изумруда. Белый песок весенней кораллами. Мне очень жаль, что вы не поехали со мной. И немножко грустно, что я здесь одна. Письмо так и звучало. Здравствуй, грусть. Я тут подумала, надо ей позвонить и рассказать какую-нибудь ерунду. Но ты была права. Ей пора замуж. Вышла маньярка на я бросила в цветок. Утренний ветер, принимая дар, шепанется поток. Этот цветок Это о том, что это не профессиональный актер. Я это заметил. Мы же не были в театрах, Рамиль, что ж там рассказать? Мы что ли пройдет зачастую? О боже, я думала, ты уже угомонилась. Ольга твоя подруга. И крайне непорядочная. Муж подруги — это табу. Неужели тебе других мужиков покажут? Я не знаю, поймешь ли ты, но дело не в мужчинах, а именно вот в этом человеке. Ну вот скажи, ты знаешь все ответы на вопросы. Я люблю. Что мне делать? Про любовь не знаю. Про секс знаю. Про страсть. Про обольщение. Про любовь не знаю. Я оплатил себе счет и везу такси. А я? Ты же на машине. Ты что, даже со мной не попрощаешься? Созвонись. Ты знаешь, по-моему, все-таки подвез. Прости, но ты опять любила не того. Опять столько слез из-за того, кто этого не стоит. Зай, ну у него просто стресс из-за твоего появления. Мужчины, они слабые. Надеюсь, это не страсть. Ольга завтра тебе дома. Что мне это делать? Я тут присмотрела сумочку к его новому плащу. Как ты думаешь, ей нужна новая сумочка? Ей новый муж нужен. А мы его не присмотрели. Так что будет сумочка. Поехали выбирать. Встретились волна болгарская роза, югославский жасмин. С левого берега лилию броса бросил во след ему. От Украины России бросили тоже шпиты полевые криком «Найсера». Цветок, сплетай венок, пусть будет красив он ярок. Цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он ярок. Зай, может мне работу сменить? Не знаю. Просто сменить.
Ну, не знаю, люди работают для того, чтобы иметь деньги, а они у нас есть. Поэтому я не вижу смысла снижать. А моральное удовлетворение? Моральное удовлетворение, ну ты определись себе моральное удовлетворение или поиск работы, что тебе мотает. Зоя, скажи, а ты своего мужа любишь? Ну, думаю, что да. Потому что он мне дает жить в соответствии моим представлениям о жизни. А если бы не позволял? Тогда бы нашла другого. А я вот полжизни ищу идеал. И ведь не нашла. Думала, что нашла, а оказалось нет. 2 раза думала, что нашла, но оба раза обманулась. Мой последний фантом идеала уже 2-й месяц болеет какой-то хитрой простудой. Простуды. Ты уверена, что он вообще болен? Ну, он так странно себя ведет, ведь не появляется, не отвечает на нас звонки. Тогда надо посмотреть глубже, чем это объясняется. Может, мне действительно работу поменять, а то я опять влюблюсь в кого-нибудь. Ваша третья подружка. Ваша третья подружка. Ты со мной соглашаешься, как будто это какая-то заразная болезнь. Ну, не знаю, на какую ты работу хочешь поменять? Кем ты хочешь быть? Я еще пока об этом не задумывалась. Ну, ты можешь быть врачкой, ты можешь быть кем угодно. Ну что, думаю, что день прошел не зря? Зря. Ну какую? Не иначе как сиделку неделю. На какую что работу думаешь? Мань, да на тебя никто не сердится. Я по-прежнему дружу с тобой и не могу без тебя. Повезло тебе, Манька, в жизни. Ой, я любила, я надеялась. Мой бывший муж был начинающим предпринимателем по вопросам бизнеса, уехавшим в Тюмень. А я решила сделать ему сюрприз и приехать. Всю дорогу нервничала. Думала, вдруг он не обрадуется. А он обрадовался. Он был счастлив. Он кружил меня на перроне. Но потом, через 2 месяца, мы поженились. Появились, его дела пошли хорошо. Появились первые бриллианты, первые дома, первые дорогие вещи. И мне показалось, что чем больше пребывало материального, тем быстрее утекала любовь. И вот один день любви осталась буквально 1 капля на 2. Но на следующий день уже не осталось ни капли. И я всегда с детства думала, что любовь важна человеку, и жизнь без нее невозможна. Поэтому подала на развод. Но оказался он против. Когда-то я любила другого мужа. Но почему-то в один день я вдруг раз и поняла, что его не люблю. Что не хочу больше его прикосновений, не хочу слышать его голос. И за совместным обедом я ему все рассказала о своих чувствах. Точнее, о том, что они прошли. И он долго не мог понять, почему у меня иссякла любовь к нему, такому умному, красивому и успешному.
тогда я поняла свой план. Ну все, Манька, с тобой ясно. Ты вечно ищешь поиск, как Идею хотелось послушать, да? Добрый день или добрый вечер. Меня зовут Лена Лукманова, я являюсь как раз руководителем Академии модельного бизнеса, школы стиля, моды и вкуса. На самом деле, все, кто сегодня с вами участвовал, для них это очень большой опыт. Я очень горжусь дружбой давнишней с Инной. И вот она приходила к нам на уроки. Мы, естественно, стараемся, чтобы новое и не новое поколение понимало, что духовность это самое важное, и что не только внешность, но и духовное развитие должно быть гармонично. И вот для нас первый такой большой опыт. Я очень горжусь за то, что могу позволить своим ученикам прикоснуться к прекрасному, прочувствовать, примерить на себе эти образы, быть готовым на все 100%. Поэтому это на самом деле просто люди, которые у меня учатся. Это моя подруга, с которой я давно дружу. Я очень благодарна за то, что она так поддержала и очень спокойно все это как бы представила, так как настоящие женщины это делают. Рассуждают, понимают. А молоденькие девочки, молодой человек, они соприкоснулись первый раз с такой игрой, то есть они увидели себя через этот образ в будущем, да, что к чему нужно стремиться, а что нужно уходить, что ведет к хорошему, а что не нужно вообще в этой жизни позиционировать. Поэтому это наш был первый опыт, и мы вам благодарны как зрителям за то, что вы нас посмотрели, поддержали, и за то, что Инна дала нам возможность попробовать это. Поэтому всем вам огромное спасибо, будьте добра и позитива. Скажите. Ценность создания не в фотографиях, а в содержании и его общественной функции. Люди счастливы, что есть такое издание, способное сплотить и взаимно обогатить. Несколько экземпляров детского выпуска альманаха отправились к русофилам Несебра, которые организуют уроки для школьников болгарских городов Несебр, Святой Влас и Обзор. Второй детский выпуск порадовал детишек из российских семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Организатором последней акции выступила один из авторов альманаха Гульсина Адиповна Кондратьева. Вам слово, Гульсина Адиповна. Добрый день, уже теперь дело идет к вечеру. Ну, я не буду очень много говорить о предыстории, это уже всем известно, всем понятно. Скажу лишь о том, что вообще с Болгарией меня связывает жизнь уже начиная с пионерского возраста. Будучи достаточно активной пионеркой, я выписывала «Пионерскую правду», газету родителям, журнал «Пионер». И вот в одном из журналов, номер сейчас не помню, «Пионер», это был, по-моему, 6 класс, я вижу информацию о том, что болгарские дети, болгарские пионеры хотели бы переписываться с ребятами, пионерами из СССР. И я написала письмо в редакцию этого журнала, и то, что произошло дальше, меня просто шокировало. Пошел такой огромный поток писем из Болгарии, болгарских пионеров. То есть у них тоже был журнал свой, было напечатано в этом журнале мое письмо о желании переписываться с ребятами. И шел поток писем в день по несколько писем. В ящике я находила. Ну, я пошла по простому пути. Первое письмо, которое пришло, оно было тем письмом. Девочка Чолакова Светла из округа Кырджалийский, город Кырджали. Сейчас я помню, у меня эта пачка писем, она вот такая, перевязанная, и я время от времени перечитываю. Где-то к началу старшего класса наша переписка прервалась, потому что пошли проблемы, вопросы нужно было решать, связанные с поступлением в вуз и так далее, и так далее. Но я вспоминаю эту пору очень как самое теплое и светлое время. Что произошло с другими письмами? Я просто их раздала своим друзьям, своему брату, своей сестренке. И вот у нас вот такое большое сообщество было, мы обменивались впечатлениями. Конечно, поехать тогда в Болгарию как-то и возможности не было, и, может быть, даже мысли не возникало. И не было таких организаций, которые, например, могли бы сделать обмен, как это сейчас делается, и обычным, в общем-то, проектом можно было бы назвать любой такой обменный проект.
Интерес к Болгарии оставался всегда. И когда мы с супругом в 1989 году поехали туда, это была первая наша заграничная поездка, я, конечно, в Болгарию влюбилась окончательно. И как-то так судьба складывается, третий вот такой вот импульс, что ли, я бы сказала, да, развитие вот этих вот отношений и ощущений, связанных с Болгарией. Это было 5 лет назад. Наш клуб, который я возглавляю, и инициатором и создателем которого я была, женский общественный клуб Республики Башкортостан «Айсуаклонное солнце», мы в свое время учредили международный конкурс детского рисунка. У нас прошло 3 этапа. 3-й этап был посвящен теме матери. Это был настолько мощный аншлаг, со всех регионов России шли работы, из-за границы, дальнего и ближнего зарубежья и так далее. И мы решили по итогам 3-го этапа вместе с Бизнес ФМ и кинотеатром «Родина» сделать выставку, концерт детей и так далее. И там я познакомилась с удивительной, очень мне понравившейся сразу же женщиной. Мы разговорились, стояли рядом. Эту женщину звали Татьяна Борисовна, ее и по сей день также зовут. И вот эта короткая беседа, когда мы просто обменялись несколькими фразами, какими-то соображениями, и само действие, на котором мы присутствовали, оно предопределило дальнейшее наше взаимодействие, но не сразу. Удивительно, не сразу, но где-то года через 1,5-2. И сейчас мы с Татьяной Борисовной, с обществом Болгария-Башкортостан дружим уже 3 года и сделали несколько совместных проектов, за которые нам не только не стыдно, но за которые мы испытываем гордость. Это проекты, связанные с нашими ветеранами, как Татьяна Борисовна сказала. И здесь мы аккумулировали наши общие, во-первых, интересы, ресурсы, усилия. И, ну, я считаю, сделали 2 проекта, да, с ветеранами войны. Мы сделали еще локальные проекты, например, День юмора с приглашением нашего юмориста, о котором мы говорили. Да. Это были студенты академии при президенте, тогда сейчас при главе республики называется наша академия. И это было действительно очень интересно. И есть один проект, который является проектом нашего клуба, творческий проект, в рамках которого мы делаем творческие студии, связанные с прикладными направлениями, рукоделия и так далее. И гостеприимно каждый раз открывает свои двери. Татьяна Борисовна не раз повторила, что наши двери открыты. Я вам хочу сказать, что это действительно так. И тот проект, который мы реализуем уже теперь совместно, он полнокровный, он такой сочный, энергетичный и так далее, потому что есть конкретные результаты. И вот на одном из таких занятий я увидела на стендах альманах, международный литературный альманах, и спросила Татьяну Борисовну: Татьяна Борисовна, что это за альманах такой, что это такое? Я полистала, мне показалось это любопытным. И она сказала, что это один из проектов дружбы болгар и Башкортостана. А к тому времени я уже была знакома с Симеоном, он заинтересовался нашим клубом, и у нас уже предполагается совместный проект. Они нас будут встречать в Болгарии, у нас будет автопробег по Европе в скором будущем. И уже, вот, знаете, нити, вот как-то вот эта вот паутина становится все плотнее и плотнее, и как-то вот связи все многочисленнее. Но дело в том, что меня зацепил этот альманах, сразу скажу, по личным соображениям. Дело в том, что к тому времени у меня уже определенное количество рассказов, эссе поднакопилось в копилке. И я подумала о том, что это еще одна из возможностей печататься и издаваться. Итак, мы познакомились с Инной Владимировной, созвонились, и в один из номеров, номер 3 в самом начале, я представила ей свои работы, она с удовольствием откликнулась. Кроме того, я Викторию соблазнила на это дело. Я говорю: Вик, есть такая возможность. Я говорю: ты у нас пишущий товарищ, давай попробуем. И таким образом в номере 3 есть и работа Виктории, и есть 2 моих рассказа.
Я сейчас не буду смещать акценты и долго рассказывать о нашем клубе, а просто потом скажу, кому интересно, какие у нас направления. Я бы все-таки хотела акцент и фокус держать на сегодняшнем мероприятии. И если вы позволите, я прочитаю вам один из коротеньких, у меня короткие рассказы, или такие зарисовки, или в формате эссе, вас это не утомит. Один из рассказов, который напечатан был в 3-м номере Содружества. Второй раз я публиковалась вот в этом номере «Ларец сказок». И в преддверии Нового года мы с Инной совместно делали мероприятие, на котором я познакомилась с прекрасными авторами работы из Чешмов, с уфимскими. И сама, в свою очередь, пригласила очень много профессиональных поэтов и писателей. Там, значит, вот в этом ларце сказка «Волшебное семечко». Уже заранее можно будет, наверное, Татьяну Борисовну пригласить, да, когда у нас все будет готово. В пятницу мы собираемся. В пятницу это будет эскизы, но мы решили делать, помните же ваши идеи, спектакль сделать по сказке и по болгарской сказке. Вот когда все это будет готово, я думаю, что у нас будет причина пригласить в гости людей. Сказку я сегодня зачитывать не буду, а вот рассказ, с вашего позволения, прочитаю. В 3-м номере напечатаны 2 моих маленьких небольших рассказа. Один из них называется «Саган Дангина. Белая королева». Это монгольский цикл из наших автопробегов путешествий в Монголию. А вот второй рассказ, он называется «Эдельвейс. Цветок инопланетный». Тоже из этого же монгольского цикла, потому что события происходили в Монголии. И, конечно, я не буду настаивать на том, что это чисто авторская такая история, любой рассказ, элемент вымысла, они всегда присутствуют. Ну, начну, с вашего позволения. Эдельвейс – цветок инопланетный. Когда-то она встретила слова мудреца, что любовь сродни болезни. Наверное, так и есть. Хотя бы потому, что меняется пульс и блеск, и глаз, который ни с чем не спутаешь. У каждого история болезни своя. Быть готовым заранее невозможно. Она врывается в жизнь, наполняя все внутри и вокруг. Ну как, скажи, знать, когда пробежит искра? Она проходит у молнии при виде того единственного и поражает без надежды на скорое выздоровление. Но вообще-то такая искра дается не каждому. Многие мечтают о ней, но прожив целую жизнь, так и не получают этот бесценный подарок. Проявления болезни были совершенно обычными. И первым из них – состояние беспричинной радости. Но подъем творческой энергии был, пожалуй, самым ярким и главным. Бог каждому дает крылья, они за спиной, но расправляются, когда приходит любовь. Эти крылья уносят в бесконечную вечность, а когда устаешь, качаешься в колыбели под необыкновенную музыку, и силы возвращаются. Такое парение может дарить только любовь. И неважно, взаимна она или нет, ведь Бог одарил тебя как избранного. Бог дает своим любимцам большие испытания, но и силы прожить их, поднимаясь выше в своем сознании. С любовью этот путь окрашен всеми цветами радуги, где нет черного. Древняя легенда гласит, что получить в подарок Эдельвейс – это признание в любви. Родина этого цветка высоко в горах, куда не просто добраться, а иногда опасно. Но любовь дает силы найти его. Легенда об Эдельвейсе зажгла огонь желания непременно найти этот цветок. Она не делала ничего специально для этого, потому что знала, все сложится само собой. Ведь если тебе дарит любовь, то ее символы с ней обязательно. Монголия, как же это прекрасно! Она собиралась в путешествие в эту страну уже 2-й раз. Грезила встречи, предвкушение солнца на закате и неземных космических красок, пьянящих звуков и запахов степи. Эдельвейс, какой же ты необыкновенный, ты в моих руках. Она никак не думала, что в далекой Монголии получит подарок от самого Чингисхана. Там, где все связано с именем этого великого монгола, в горах, где много веков назад был его военный лагерь. Он смотрел на цветок, вдыхал его тонкий аромат, едва заметный, и произнес лишь 2 слова – инопланетный цветок. И да, он 1000 раз прав, ведь Эдельвейс с планеты Любовь. Ну, тема Эдельвейса, вы знаете, она меня почему-то занимала гораздо больше, чем просто вот какая-то биологическая, да, биологический какой-то объект. И хочу сейчас вспомнить слова Сократа,
ему известное выражение «познай себя, и ты познаешь весь мир». Вот маленькая, буквально из 3 абзацев зарисовочка. «Познай себя» называется. Будучи еще совсем девочкой на уроках географии, я впервые услышала о существовании цветка Эдельвейс. Его можно увидеть только в горах, там его родина. И тогда, в радостном и светлом детстве, я представляла, как однажды он будет в моих руках. Шли годы, и повзрослев, я услышала древнюю легенду об Эдельвейсе. В ней говорится о том, что если любящий человек дарит своему избраннику или избраннице этот необыкновенный цветок, он рассказывает о своем чувстве. Моя долгожданная встреча с цветком, мечтой моей жизни, состоялась высоко в горах Монголии во время путешествия по этой необыкновенной, удивительной стране. Я привезла этот цветок домой, и он запечатлен на фотографиях. Какой восторг испытываешь, когда сбывается мечта, и особенно мечта детства. Об этом не рассказать словами, это надо просто пережить и прочувствовать. Но история на этом не заканчивается. Значение своего имени я знала давно, Мурсина. С татарского оно переводится как «цветы тебе», с персидского «с грудью, похожей на цветок». А совсем недавно я была несказанно удивлена, когда выяснилось, что с арабского мое имя переводится как «горный цветок Эдельвейс». Да. Вот и получается «познай себя». Спасибо вам за внимание. Спасибо. И хочу сказать, что наш женский общественный клуб является возможностью тех, кто принимает участие в наших проектах, возможностью познать себя. И поэтому, если интересно, я потом могу еще что-то сказать. Спасибо вам. Я просто добавлю, очень интересные проводятся тренинги. Очень интересные такие, знаете, бесподобные. Поэтому я вот рекомендую вам, наверное, в интернете можно ознакомиться им, да? Ну, давайте я так Скажи, скажу. Действительно, все-таки это просто сухое направление нашего клуба. Вообще хочу сказать, что в нашем клубе как-то так получилось, собираются очень интересные, успешные, яркие в каких-то проявлениях жизненных женщины. И, конечно, у нас очень много интересных проектов. Но вот основные направления у нас, мы известны в республике, в свое время Сарбаев, от правительства мы получили заказ на автопробег по Золотому кольцу Башкортостана. Это автопробеги, у нас их уже 11-й, и вот в апреле, в конце апреля, в начале мая будет 12-й. Причем из них 1 международный, 5 межрегиональных, 6 республиканских. Тема разная, всегда социальные компоненты присутствуют. Это первое. Второе. Поскольку у нас много интересных специалистов, в том числе и тренеров, мы делаем действительно тренинги, в частности я, у меня их несколько авторских тренингов, и люди часто задают вопрос, как можно узнать. Я наконец, о планах, я наконец решила этот вопрос, сейчас занимаюсь этим. Я создаю в Фейсбуке постоянно действующую группу, и туда включаю в список приглашенных людей, которые реально интересуются, задают вопросы. Вот после встречи в музее Аксакова мы с вами стали френдами, да, на Энрике Башире. Но, к сожалению, я не увидела вас в Фейсбуке. В Фейсбук я не могу зайти, я зарегистрирована, в общем, не могу зайти. Да, в общем, надо, просто пока не получается, видимо, у вас другие есть темы. Вот, поэтому вот там можно будет в постоянном режиме получать информацию. И тренинги, которые у нас пользуются популярностью, посвящены теме семьи. Мы говорим о родовых законах и законах семейных отношений, семейной системе. Тема денег, после которой у людей, вот Виктория не даст соврать, да, Татьяна Борисовна не даст соврать, с людьми происходят интересные вещи, меняются отношения с деньгами, денежные потоки начинают открываться, становятся более полноводными. Это я всегда смеялась. Возвращаются долги, да. В теме «Семья» Татьяна Борисовна на первом мастер-классе сидела как статист, просто занималась своими делами. На втором мастер-классе она уже как участник мастер-класса была, и у нее пошли в семье 2 конкретных вопроса решилось. А можно будет старшая дочь вышла замуж, а младшая дочь родила ребенка после многих-многих лет. То есть мы там разбираем, какие вещи нарушаются и что блокирует даже появление ребенка в семье. То есть там очень серьезно. Эти мастер-классы, тренинги я готовила по несколько лет, поэтому это не то, что там книжку почитался и вышел. Можно будет вас приглашать? Можно, да. Можно пригласить так, что я еду к вам, и об этом собираете людей. Хорошо. Вот 22 января прошел мастер-класс по нумерологии,
и уже в Фейсбуке информация выложена, и люди, конечно, там в шоке от тех открытий, которые сделали в отношении себя. Ну и еще у нас один блок очень большой, это спортивно-оздоровительный, мы очень много занимаемся здоровьем, это и походы, это и геокешинг играем, мы играем Encounter, это спортивные интеллектуальные игры. Геокешинг — это мировая вообще игра, то есть мы в мировой сети находимся, международной. Вот. И, конечно же, творчество. Это рукоделие, это прикладное творчество. И поэтому и каждый находит себя в том направлении, кому что интересно. И туристическая компонента присутствует. Членами нашего клуба являются не только уфимцы, это Нефтекамск, это Баймак, это Краснодар, ну, понятное дело, что Уфа. Поэтому мы открыты для всех, кто хотел бы быть в нашем клубе, поэтому, Чешмет, я вас жду. И часто задает вопрос мне мужчина, как можно стать членом вашего клуба? Превратиться в женщину. Это самый очень интересный вопрос. Я говорю, есть два варианта, когда уже серьезно начинают донимать. Я говорю, можно стать как бы партнером наших проектов в качестве партнерском, значит, спонсорском там, и так далее, да. Конечно, мы в автопробеге только с мужчинами ходим, это наши мужья, это наши друзья, братья, там, коллеги и прочие варианты. Поэтому, то есть, членом клуба нельзя стать, потому что это женский клуб, потому что устав и сам клуб как женский мы не собираемся менять, но у нас все происходит с мужчинами. И когда мне говорят, ну как так? Я говорю, а как вот? Если директор школы женщина, это же не означает, что мальчики или преподаватели не придут в эту школу. Примерно такая аналогия. Поэтому у нас есть свой сайт, isuac.ru называется. Можно туда зайти, посмотреть. Но я в Фейсбуке очень много выкладываю информации.